Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagos Media. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Молдова – многонациональная страна, и разнообразие культур, безусловно, делает нашу страну очень привлекательной для туристов, ну и, в общем-то, содержательной для граждан самой страны. Гагаузы мы имеем автономию в составе Молдовы, и поэтому имеем много возможностей развивать язык и культуру. А как же другие национальные меньшинства развивают язык и культуру, проживая в нашей стране? Сегодня мы подумали говорить об этом, о жизни национальных меньшинств в Молдове с представителями одного из народов. Причем будем говорить не только об этом, а еще и о молодежной политике, и о том, как молодежь находит себе место в нашей стране, и что думает, в общем-то, молодежь о том, что происходит в общественно-политической жизни Молдовы. Друзья, мы скоро начнем, конечно же, а вам предлагаем по-прежнему подписаться на наш канал, если вы это еще не сделали. Ставьте лайки, если наши дискуссии вам нравятся, и если это возможно, поделитесь с друзьями. Так расширится наша аудитория, и круг единомышленников, конечно, будет шире. А это принесет только пользу нашему обществу, потому что мы за здоровые дискуссии. И только через здоровую дискуссию можно понять, что происходит в стране и как к этому относиться. Друзья, через несколько мгновений мы начинаем нашу дискуссию. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» исполнительный директор Центра гражданских инициатив для национальных меньшинств Михаил Пейков. Михаил Пейков, исполнительный директор Центра гражданских инициатив для национальных меньшинств. Опыт работы. Интерньюз Молдова, координатор проекта National Geographic Photo Camp 2023. Менеджер проекта Клуме с 2022 по 2024 годы. European Center for Minority Uses, Германия, руководитель проекта в Молдове. Информационный портал ТУКМД, консультант по фандрайзингу с июня 2022 года по настоящее время. Руководитель проекта Minority Use Молдова с июня 2021 по июнь 2022 года. С 2021 по 2022 год руководитель молодежного консультативного комитета ПРИОН Молдова. Региональный репортер передачи «Интернет Греешти» из Гагаузии с ноября 2021 по 2023 год. Журналист и ведущий телепередачи ТУКМД с марта 2020 по ноябрь 2021 года. Стажировки. Июнь 2022 года. Фонд Конрада Аденауэра, Берлин, Германия. Май-июнь 2022 года. Институт европейских политик и реформ. Май-июль 2021 года. Институт стратегических инициатив Молдовы. Образование. С 2020 по 2025 год учился в Свободном международном университете Молдовы УЛИМ, бакалавр и магистр в международных отношениях и политологии. В 2024 году Карлов университет, Прага, Чехия, полугодовой курс по управлению НПО, медиа и администрированию. Михаил, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте и спасибо за приглашение. Смотрю все ваши выпуски. Наконец-то оказался у вас в гостях. Да, очень приятно, что вы с нами. Да. Вы являетесь молодым человеком, представителем молодой части нашего общества. И, наверное, начать нашу дискуссию мы хотели бы именно с вопросов, которые касаются молодежи. Кажется, что больше всего разочарованы Молдовой именно молодые люди. Возникает такое ощущение, что молодежь не только не интересуется, но где-то даже игнорирует вопросы общественно-политической повестки дня нашей страны. Как вы на это смотрите? Это действительно так. Даже если посмотреть статистику по выборам, всегда молодежь в меньшей степени выходит на выборы. Неважно, местные, региональные в случае Гагаузии. Всегда или сейчас это более заметно? Я думаю, всегда так было. То есть, как минимум последние 20 лет точно. И самый низкий, если я не ошибаюсь, самый высокий процент молодежи это именно на выборах президента Молдовы. Это тоже по статистике можно посмотреть за последние выборы. Почему так происходит? Мне кажется, и у меня есть такое мнение лично по моему примеру и по моей жизни. Это то, что мы, молодые люди,
с самого детства в семье слышим о том, как тяжело в этой стране, о том, как плохо жить в этой стране, о том, какие в этой стране политики плохие, коррумпированные, ничего не делают для страны, для людей. И просто, мне кажется, плюс школа, не знаю, как у других, но у моих друзей, мы учились на юге, здесь, в нашем регионе. В школе это тоже была любимая тема наших учителей, как сказать, как плохо все в стране работает и какие политики плохие. Мне кажется, вот это все просто на каком-то эмоциональном и воспитательном таком уровне закладывается в молодых людях, что им просто политика перестает быть интересной в первую очередь. Во вторую очередь это то, что молодые люди понимают, что от них ничего не зависит из-за того, что да, им это вкладывают, что кого бы мы ни выбирали, все равно плохо жить. Да, и зачем, в принципе, выходить на выборы, если большая часть нашей молодежи собирается уезжать из этой страны. И огромное количество людей ждут там окончания 12 класса, чтобы побыстрее уехать. Это одна, мне кажется, из весомых причин, почему вот так вот происходит. А вот вы сказали, что последние 20 лет меньше всего молодежь выходит, но я тут же вспоминаю 2009 год. Революция. 2009-2012, когда молодых людей было очень много тогда, когда совершилось то, что свершилось в Молдове, совершилось. И молодых людей было очень много, и те партии, которые тогда заявляли о своей проевропейскости, либо неважно, ну, тоже были новые партии, которые тогда появлялись, и в них было очень много молодых людей. Уж неважно, какого геополитического вектора они придерживались. Молодых людей было много и у партии коммунистов, и у партии социалистов, и у ЛДПМ, и у ДПМ. Сейчас такое ощущение, что молодежь не вовлечена в общественно-политическую жизнь, или так кажется? Ну, если говорить о 2009, допустим, то, что случилось, госпереворот, да, если мы о нем говорим. Ну, о нем как минимум, да, потому что оттуда началась какой-то вроде как бы другой отчет, и вроде как бы, да, это было страшно и ужасно, что это происходит в нашей стране, но и оценку этому еще никто не дал, откровенно говоря, да. И даже это еще не раскрыто, так работают правоохранительные органы, в том числе в нашей стране. Но что-то это значило для нашей Молдовы? Мне кажется, тогда это было интересно, потому что это было что-то новое. В плане того, что в основном молодые люди, они знали вектор, который был главным вектором партии коммунистов. То есть, а тут на арене появились проевропейские партии, плюс акцент того, что очень много молодых людей уже все-таки выезжало как минимум в Румынию и видели какие-то другие новые стандарты. Не могу сказать Европейский Союз, потому что, мне кажется, все-таки из-за визового режима, который тогда был в меньшей степени, видели Европейский Союз. Но мне кажется, тогда было интересно, даже с моими коллегами, которые участвовали в этих всех процессах на тот момент, это было что-то новое, что заряжало на изменение страны, и вот молодые люди чувствовали то, что они вносят весомый голос, потому что даже госпереворот, его же часто называют молодежной революцией, потому что молодые люди, молодых было много, очень много, которые получали информацию через социальные сети, интернет на тот момент, который тоже недавно появился в Молдове. А сейчас, мне кажется, нету такого вот адреналина из-за того, что все слишком медленно всегда происходит, нету новых каких-то, да, нету новых идей. Подождите, про европейскости говорите, но ведь партия коммунистов не была против европейского развития. Наоборот, партия коммунистов еще с 2005 года заявляла о том, что Молдова должна выбирать этот путь. Каждая партия может много заявлять, но как именно идут процессы, мне кажется... Но процессы в образовательной системе как раз начала партия коммунистов. Болонская система стала внедряться в образовательную систему именно при правлении партии коммунистов. Но все равно, если говорить открыто, мне кажется, здесь вопрос о том, что коммунисты среди румыноговорящих, они были такими более пророссийскими партиями. И многие до сих пор воспринимают тот процесс как... Просто, если говорить прямо, ссора Воронина и Путина, и то из-за этого коммунисты развернулись в сторону ЕС. А тут появляется, да, Пелядяме, появляется Пеле, партия демократов. Это все-таки такие названия более европейские. Люди хотят поддерживать это все.
Тогда начали создаваться активно молодежные ячейки. Они есть и сейчас среди партий. Они активны, Кстати, об этом, да. Да, вот Это активны важно. эти ячейки. Действительно, тогда партии создавали свои в организации в Гагаузии, регионах. в В Гагаузии они Офисы были, да. Были молодежные организации, куда вовлекали молодежь. Эта молодежь впоследствии росла в плане там, какие-то политические амбиции появлялись. Эта молодежь потом двигалась вперед, двигала за собой кого-то. Почему всего этого нет сейчас? Есть, да, мы можем посмотреть, если говорить, допустим, о партии социалистов. У них есть молодежное звено, молодая гвардия. У партии ПАС есть, ПАС-ЮФ. Но активности Но их не видно. они не настолько активны. Почему? Потому что в своем большинстве сейчас эти партии используют свои молодежные направления как люди, которые должны раздавать газеты. Молодые люди, которые бесплатно ходят и раздают газеты, плюс есть какие-то тренинги. Даже сейчас, если сравнить, давайте сравним выборы 2020 года и 2024 года, выборы президента. Я помню, насколько молодая гвардия среди социалистов были активными. И в этом же направлении была активна и молодежная организация ПАСа. То есть я помню, как очень много мероприятий для них делалось, для молодых людей, как вовлекались новые члены, как проводились различные мероприятия. Сейчас это все, мне кажется, приутихло. Так получается, партиям не интересны молодые люди? Или молодым людям совсем не интересна партийная жизнь? Мне кажется, тут вопрос в том, что партии, когда не предвыборный год, неинтересно вкладывать свои ресурсы в развитие молодежных своих ячеек. У меня есть друзья, которые состоят в молодежных ячеях некоторых партий. Если у нас нет выборов, Значит, все там тухло. Сейчас я думаю, у нас будут, возможно, 28 сентября парламентские выборы. К июню опять начнется все это движение молодежных организаций. Ну хорошо, если посмотреть, коль мы уже с этой темы начали нашу дискуссию, если посмотреть на то, что происходит сейчас в общественно-политической жизни, очень много митингов, протестов, связаны они больше всего или только связаны с тем, что задержание Евгении Гуцул спровоцировало ряд митингов и протестов непосредственно жителей автономии. Оплаченных митингов и протестов, я бы добавил. Но если добавляете, говорите, почему вы добавляете? Мне кажется, что всем в этой стране понятно, что эти митинги оплачены. И есть доказательства, да. Мы в Гагаузии, люди, которые часто бывают в Гагаузии или сами гагаузы, знают даже расценки, что за что и когда и где. Есть материалы журналистов, которые очень красочно описывают и показывают эти митинги. Помимо красочности, убедительно, это правда, но невзирая на это, мы видим митинги, которые хорошо организованы. И их нельзя назвать митингами или протестами спонтанными, потому что когда ты видишь, какая степень подготовленности, и баннеры, и лозунги, сцена, артисты, причем плакаты. Если вы те же в Кишиневе, в Камрате. То есть, мне кажется, после митинга они их красиво заворачивают и на следующую. Есть и много фотографий, которые делают журналисты. Слава богу, что есть такие журналисты, которые ходят на эти события и пытаются донести до людей истинную картину, да, как там мегафоны складываются в кучку, когда завершается тот или иной протест, как складываются эти их баннеры и прочее. Но при всем при этом среди людей, которые митингуют, молодых лиц тоже нет. То есть я к чему этот вопрос? Мы что тут говорим о молодежи, которая вовлечена или нет. То есть меньше всего, молодых людей, которые, я не знаю, лица которых видны на этих митингах. В основном это пожилые люди. То есть получается, что система ценностей молодых людей сегодня какая? Система ценностей кардинально отличается от системы ценностей от взрослого поколения, мне кажется. Я всегда, когда говорю... Но чего хочет молодежь? Ее нет на Она митингах. не демонстрирует свое мнение, свое отношение к происходящему. Очень просто. Из-за того, что среди молодых людей, особенно среди молодых людей нашего региона, Гагаузия, Тараклия, нету лидеров, за которыми бы пошли молодые люди. Лидеров молодых лидеров или лидеров вообще? Неважно, политически в свое время... Лидера, который их увлек бы, да? В свое время
ну, не знаю, Дадон, он не был слишком молодым, но молодые люди к нему тянулись. К партии его. Да, Майя Санду то есть не была представителем молодежи, но молодые люди к партии тянулись. Сейчас, во-первых, для многих молодых людей то, что представляет Шор и его митинги, это не совсем то, чего молодежь Но хочет и почему в чем молодежь не мечтается. говорит? Но Из-за того, что где-то, да, почему здесь здесь это несколько... тоже для меня вопрос Михаил, вот нашего... боятся, думают, что их мнение не повлияет на ситуацию, или не видят вообще в стране перспектив и решают, что лучше не буду вмешиваться, вот завершу обучение и уеду. Со всего по чуть-чуть, по моему мнению, но одно вот ключевое является то, как нас воспитывают. Нас воспитывают всегда, что будь потише, не лезь куда-то, от тебя ничего не зависит. То, что идет с Советского Союза. Если о политике, ну сейчас, слава богу, такого нету, но я помню, вот моя бабушка, да, если о политике, дома тихо на кухне мы говорим. А почему? Еще. Вот вы в семье это обсуждали вообще? Почему? Ну, интересно вообще. Мы хотели бы, если это возможно, перейти от вот этой молодежной, проблем молодежного сообщества Молдовы, перейти к конкретному молодому человеку, к вам, и сквозь призму вашего взгляда посмотреть на то, почему в семье говорилось, что о политике надо тише, почему вы лично вошли активно в общественно-политическую жизнь страны, общественную точно, политическую, не знаю, скажете здесь сейчас. Не совсем, но... Не совсем, но и придерживаетесь ли вы той самой мысли, которую очень часто можем услышать от многих людей, но больше всего слышим это от молодых. Я вне политики. Да. Вот об этом. Давайте. Начнем с семьи. Смотрите, давайте начнем с того. В моей семье всегда было, у меня, включительно у меня, право делать и говорить то, что я хочу. И, наверное, это послужило таким для меня важным моментом, то, что я активно вошел в общественную жизнь нашей страны. Сначала моего региона, района, потом страны. Но я Михаил, знаю... маленькое дополнение, это для наших зрителей. Мы в самом начале анонсировали, что мы будем сегодня говорить о жизни национальных меньшинств. И у нас в студии болгарин по национальности Михаил Пеков, который вместе с семьей проживает в Тараклии. В селе селе Корти, да? Тараклийского Тараклийский района. район, да. Да, и я называю себя молдавский болгарин, потому что у меня мама молдаванка, отец болгарин. Я это важно. уважаю свои две нации. Корни. Да, корни. Да, вот возвращаясь к вопросу о том, будь потише, не лезь куда-то, у меня тоже, я помню, что в детстве это было в основном от моей бабушки. И когда, да, иногда мы с ней что-то обсуждаем, я понимаю, что это идет из советского вот ее прошлого, в котором она жила, в которой одна партия, один вождь, лидер и глава партии, и критики в основном до 80-х годов ее не было. То есть, как партия сказала, так и будет. Плюс, я думаю, это детство моей бабушки, когда происходило раскулачивание, когда происходило ссылки в Сибирь, репрессии. Голод, да, 47-х. И все это, конечно же, сказалось на нашем взрослом поколении, которое транслирует свое видение и своих детей, наверное. Да, видение своим детям, дети транслируют уже внукам, своим детям, да, и это передается от поколения в поколение. И, к сожалению, у многих до сих пор в Молдове не произошло вот этого понимания, что у нас демократия, и что мы можем критиковать, мы можем менять, если нам что-то не нравится, мы можем выходить на протесты, мы можем дома говорить громко о политике, а не тихо на кухне, мы можем с соседями обсуждать. То, что у нас происходит, потому что, да, не знаю, бабушки на улице обсуждают политику, главная тема, в интернете обсуждают политику. Ну и главное, что они не боятся. Не боятся, да, но до сих пор в менталитете именно самом, по моему мнению, не произошло вот этого изменения, то, что мы в свободной стране, и мы можем делать то, что мы хотим. Как я уже сказал, у меня была свобода, то есть мне не навязывалось не лезь, не говори. Хотя иногда мне до сих пор там может позвонить моя тетя или там мой отец, и если я о чем-то громко и там пишу, они могут сказать мне, что
ты не переживаешь за себя. И я начинаю объяснять, что вообще нет, потому что мы живем в Как раз хотела свободной спросить, стране. Михаил, ты переживаешь за себя? Но я думаю, если бы мне было страшно или я там боялся бы чего-то, я бы не делал этого. Я рад, что я живу в демократической и свободной стране. Да, мне много чего тоже не нравится в этой стране. Ну, Михаил, смотрите, вы говорите, я живу в демократической стране. Вот митинги и протесты, которые мы видим, даже если это сегодня в основном митингуют и протестуют сторонники Шора, и надо сказать, что это страшно. Почему? Потому что люди, у которых иногда журналисты берут интервью, они даже не понимают, куда они пришли, зачем они пришли. Мы с Леной Федоровной смотрели одно короткое видео, в котором журналист задает бабушке, может быть, ей лет близко там, к 80, так внешне, а куда вы пришли? Он говорит, на протест. А что вы хотите? Говорит, ну, чтобы Башкана освободили. Какого Башкана? Ну, Ирину Влах. Говорит, так, а Ирина Влах не Башкан, там Башкан Гуцул. Ну, значит, ее, чтобы освободили. Что вы хотели, какое решение суда вы ожидаете? Она говорит, я ничего не ожидаю. Говорит, а чего вы пришли к суду? Говорит, а что это здание суда? Да. То есть, я говорю, это конкретный пример. Это видео в интернете есть. Но я говорю о том, что молодежь, которая видит вот это, и люди, которые в нашей стране говорят, что нет демократии. А из все, что мы слышим из этих митингов и протестов, что закрываются СМИ, и в этом СМИ на самом деле закрылось много СМИ. И власть, наверное, не до конца разъяснила, почему закрыли эти СМИ. Может быть, у людей было бы меньше вопросов. И это уже проблема власти, которая это сделала. Но люди говорят о том, что нет демократии, а никто не выступает напротив, чтобы этим бабушкам объяснить, что вот то, что вы делаете, это далеко от демократии, потому что вам заплатили, вас пригласили, вам сказали, на 2 часа приходите. То есть это почти как работа по графику, да? Это и есть работа для многих. История из моей жизни. Но это их демократия, вы понимаете? То есть в Молдове столкнулись, что я хотела сказать, в Молдове столкнулись 2 демократии. Власть и некоторые приверженцы говорят о том, что мы живем в демократической стране, и мы на самом деле многие хотим жить в демократии. А другая часть говорит, что здесь нет никакой демократии, это уже 1937 год, здесь уже какие-то репрессии, приходят домой, устраивают допросы, штрафуют тех, которые брали деньги, которые государство сочло электоральной коррупцией и т.д. Но в это же время для них вне демократии, как они называют, они могут выйти в центр Камрата и сказать, что нужно убить президента, и все нормально. В это же время вне демократии, по их мнению, они могут активно обсуждать политику и критиковать действующую власть, писать посты, и это для них, то есть есть такие вещи, на которые, мне кажется, люди просто не понимают и не ценят. Это язык ненависти. Это язык ненависти, и плюс я вижу в этом, если возвращаться вот в митинги, я вижу еще другую угрозу. Я вижу того, как вы сказали, это работа. История из моей жизни, что я реально знаю людей из многих населенных пунктов, которые оставили работу свою основную, и они зарабатывали вот именно на этих митингах, на сборах подписей. И это было достойнее в оплате, да? Но если они там зарабатывали 8 тысяч лей, то у Шора они зарабатывали там 12-13. Как они заявляли. И это реально превращалось в работу. Другой момент, то, что я вижу опасность в том, что люди через это ленятся выходить на работу, не работают. Это влияет на нашу экономику, а помимо экономики, а у нас уровень жизни напрямую зависит от экономики, помимо экономики это еще перерастает в то, что люди больше не хотят участвовать в процессах избирательных, допустим, за бесплатно. Люди приучаются, что это стоит денег, что это не позиция тебя как гражданина этой страны, то есть ты обязан это сделать, и тебе никто не должен за это платить. А это превращается в то, что да, там мой голос стоит, и я уже буду выбирать партию, которая мне больше заплатит. Ну хорошо, а как жить в смысле, вот мы в Гагаузии очень часто слышим, многие политики всегда что-то обещают, но нам никто не платил, а Шор платит. Это, конечно, ужасная фраза. Ужасное на самом деле, потому что ничего не нужно ожидать от человека, который купил ваш голос, ничего от него больше ждать не надо. Вот все, что он вам оплатил либо дал, вот это все, что он вам мог дать, все остальное он будет делать для того, чтобы себе благополучно вернуть не только то, что он вам раздал,
А то, что им у нас много политиков таких, Но у которые... нас, к сожалению, люди не понимают то, что Шор — это человек, который участвовал в краже миллиарда и является одним из главных бенефициаров вместе с Плохотнюком. Я всегда, знаете, как я отучил свою бабушку от большой любви к Шору? Большая любовь к Шору была у вначале, бабушки. конечно, у всех таких пророссийских политиков у нас появляется большая любовь, а к Шору еще больше, потому что Шор не только обещает, он делает, и сделал в Аракееве. Никто в этом Аракееве не был, не видел, что там сделано, но все... Но многие люди были и видели, и на каруселях катались. Они, возможно, говорят и о тех деньгах, что-то которые да и сделал в поступают Аракееве. на их счета, возможно, это Возможно, тоже... и об этом. Но я просто объяснил на примере кражи миллиарда. Вот у моей бабушки, она, как и многие пожилые люди, покупают уточек, утят, курей, держит хозяйство. Я объяснил, смотри, у тебя есть 100 курей. Наш сосед пришел, забрал у тебя все 100 курей и просто приходит к тебе каждый день и говорит: ты мне сделаешь это, а я тебе дам одну курицу. То есть на обычных примерах, которые очень болезненно, то есть не знаю, как для кого, но вот которые болезненно ощущаются пожилыми людьми. Потому что у нас не понимают люди, что какой миллиард, откуда, как это удалось. Что это и как значит, это было возможно, и как это было возможно, и как это было возможно, и у меня есть вопрос, как это было возможно. И самое интересное, что сегодня очень легко сделать так, чтобы человек думал по-другому. То есть нужно сказать о том, что придумали. Это власть, это нынешняя власть, которая недолюбливает Шора, видит в нем противника, и поэтому просто наговаривают на него. А есть у вас ответ на вопрос, простите, есть ответ на вопрос, а почему люди прощают кражу миллиарда? Вот те, которые подкупаются, да, они простили ему, что человек. То есть уже никто не сомневается, что, мне так кажется, даже те бабушки, они не сомневаются, что кража миллиарда доказана. Иначе чего бы честному человеку сбегать со страны? Вот, допустим, у нас судебные процессы есть у многих других политиков, но те, которые сбегают с этой страны, явно они опасаются за свои жизни, за свои богатства, если они успели их куда-то вывести. А вот Шор выехал, и люди знают, но они прощают эту кражу миллиарда. Они прощают недостроенный аэропорт, что там еще много-много. Все вот эти обещания, которые громкие были сделаны, край мечты. По краже миллиарда, понимаете, особенно взрослое поколение, мне кажется, все вообще, но особенно взрослое поколение, они не понимают до конца ужас этого, потому что никто не видел этот миллиард, ни у кого в кармане этого миллиарда не было. Люди не понимают, как устроено, да, в Молдове все финансовое направление страны, экономическое направление. Люди ощущают только, если это их личные деньги. Если в карман если пришло, в карман в кошелек, пришло. Да. Шор не украл, да, зарплату или пенсию у бабушки. Она не ощущает. Шор не украл у молодого активиста из Чедурлунги или из Камрата кого-то его заработную плату, не взял оттуда кусочек. Шор украл деньги, которые ни для кого не были понятными и доступными. Где-то сравнивать с колхозами, украсть в колхозе, это было, означало Хорошее не украсть. сравнение. А тут вот украсть у государства, значит, это можно было сделать. Но я очень он часто помогает. слышу, если бы не Шор, кто-то бы другой по-любому бы украл, а так Шор украл, но и нам по чуть-чуть дает. То есть вот такие вот вещи. А что это вообще? Это отсутствие. Во-первых, давайте начнем с того, что это вина наших политиков, которые с 90-х годов приходят к власти и просто используют наших людей, обманывают, и у нас действительно это так всегда было. Во вторую очередь, это слабое образование. У нас люди не образованы, особенно политически. У нас не да, гражданский активизм, хотя у нас есть да, гражданское воспитание в школах, вообще, то есть нету никакого результата. Особенно очень жаль, что это очень остро происходит среди нас, среди русскоговорящих, потому что мы можем увидеть разницу между румыноговорящими и русскоговорящими. Разница в том, что в определенный момент среди румыноговорящих, среди системы образования, среди учителей, среди гражданских активистов, среди журналистов появилась общая национальная идея. Это вступление в Европейский Союз. Эта общая национальная идея привела к тому, что многие люди взяли свою гражданскую позицию и продвигали ее везде, где можно и где нельзя, боролись с коррупцией, потому что они верят в эту национальную идею.
Среди нас, среди национальных меньшинств этой идеи нету, либо же она Почему? есть в меньшей степени. Почему среди нас нет? Вот среди молдавского народа, который живут на этой же территории, она возникла. Мы здесь же живем, и гагаузы, и болгары, и украинцы. Почему у нас не появилась? Лидер, который объединил бы всех, как минимум давайте говорить о лидере, который объединил бы всех гагаузов, дал бы им хороший результат, Да, дал бы тоже. им веру в гагаузов самих, а не использовал бы гагаузов и Гагаузии как бизнес, то, что у нас чаще Вам всего кажется, происходит. что Гагаузия — это бизнес-проект? Это да, я уверен на 100. То есть идея сама, автономия Гагаузии, я восхищен этой идеей, потому что мне кажется, это нужно, это интересно с политической точки зрения, это интересно, если мы будем рассматривать с точки зрения европейских стандартов и развития, да. И мне кажется, если Гагаузия могла бы сыграть ключевую роль в развитии самой Молдовы из-за того, что это может быть бренд Молдовы как автономия, и плюс мы бы могли быть весомым игроком на политической арене мировой из-за того, что если бы у нас была выстроена структура управления, взаимоотношения и функционирования автономии, да, я думаю, все бы у Молдовы хотели бы повзаимствовать эти стандарты. Так и почему все-таки вы склонны думать, что автономия на сегодня, да, это ваш взгляд, Да. на сегодняшнюю жизнь, это бизнес-проект? Мгм. Из-за Почему? того, что, во-первых, не соблюдаются идеи, по которым была создана автономия. Во-вторых, это то, что кто бы в этой автономии не пришел к власти, они делают автономию беднее, зарабатывают больше денег на этом, лоббируют какие-то свои интересы, у кого брат с пшеницей, у кого еще кто-то, у кого, да, еще какие-то интересы. Кто-то рассматривает автономию, как в данной ситуации, в нынешней ситуации, как разменная монета в геополитической игре, и для кого-то, именно для Шора, я говорю, автономия, это, гагаузская автономия, это вот та точка, которой он играет в свою политическую игру, и как только Гагаузия больше ему не даст тех результатов, он ее просто выкинет, как с Аргеевым произошло. Аргеев нужен был Шору для того, чтобы он Ну, мы заявил о сейчас себе- ничего не себе. слышим об Аргееве. Да, заявил о себе на национальной арене. Гагаузии сейчас нужна Шору. Во-первых, здесь больше людей, чем в Аргееве. Во-вторых, потому что Статус, мы знаем, наверное, автономии да, тоже и мы является. знаем в последние года о тяжелых взаимоотношениях между Кишиневым и автономией, и он делает их еще тяжелее. Русскоговорящий, где Шор? Да? В России, наверное. Русскоговорящий регион, защищаем права, в случае чего зовем русских нас спасать. И, к сожалению, люди об этом не задумываются. И это самая главная проблема. Но самая главная проблема кроется в том, что это со слов тех людей, наверное, не я одна общаюсь с теми людьми, которые являются сторонниками Шора. Их немало, но не так много, как пытаются нам сказать сторонники Шора. Очень многие из них уже стали потихоньку понимать, что это наносит ужасный вред и автономии, и стране, и очень многие уже сторонятся. Но больше всего людей в этом привлекает то, что здесь и сейчас у них на руках есть деньги, понимаете? А тогда, когда это бедная страна, и не хватает этой пенсии для того, чтобы погасить все свои расходы на обеспечение нормальной жизни, вот люди, поэтому мы видим пожилых людей или людей старшего возраста на этих митингах, а не молодых. Но я хочу все-таки узнать у вас, а что же молодежь? Вот хорошо, пожилые люди, они вот поддаются, а молодежь что? Их голосов не слышно вообще. Вот смотрите, есть студенческая молодежь и есть активная школьная молодежь. И как мне кажется, ни активности школьной молодежи нет, ни активности студенческой. Студенческая молодежь не активна ни в Гагаузии, ни в Молдове. Почему так происходит? Есть один пример. Я часто посещаю Камрадский университет, Тарклийский университет, и вот на одной встрече в Тарклийском университете. Аж 2 университета у нас, 3 университета у нас есть на юге. И Да, и в молодежи, Кагуле. и в Кагуле, да, и молодежи не слышно. Мне вот в Тарклийском районе студенты, я что-то с ними тогда обсуждал, это было в преддверии референдума, я обсуждал референдум с ними, и вот мне молодой человек сказал: а зачем вы с нами говорите? Позовите наших преподавателей с ними говорить, мы все равно, то есть, ничего не решаем. В смысле? Вот среди молодежи, у части молодежи есть такое, что мы ничего не решаем. То есть от нас ничего не зависит. Мы
высказываем свое мнение, но оно не принимается. И это опять же из-за того, что в нашем обществе есть вот это, ну ты молодой, ты еще не пожил, поживи, тогда мы будем к тебе прислушиваться. И из этого теряется энтузиазм у молодежи, то есть им больше не интересно. И вот реально мы превращаемся в... У нас система образования, система воспитания не воспитывает гражданина, не воспитывает Давайте человека. на личном примере. Вот почему вы считаете, что школьное образование, через которое вы прошли, Да. что не воспитывает И школу? здесь у нас как раз-таки ваша цитата из Facebook по поводу образования. Вы сказали о том, что наша система образования устроена так, что мы подавляем желания молодых людей, подавляем их таланты для того, чтобы они просто показали хороший результат. Вот 9-10 баллов – это хорошо, а если у тебя другое видение, то это плохо. Как Да. это происходит в школе? Вот скажите, как? В школе это происходит, во-первых, в первую очередь, потому что, давайте говорить, если о моем примере, все учителя у нас с одним видением. Большая любовь к Путину и Молдова в составе Российской Федерации. Если ты другого мнения, неважно, ты проевропейский или ты за независимость Молдовы, что ни туда, ни сюда, ты не принимаешься учителями. Мой личный Но независимость пример... Молдовы сохраняется, даже если мы выбираем проевропейский путь. Тут важно заметить. Да, То да, есть ну не то, просто, что да, люди же не совсем понимают это, и очень часто, когда ты, допустим, в моем примере, я говорю об этом, это не воспринимается даже моими бывшими учителями. Допустим, в своей родной первой школе, мне кажется, если послушать, я не знаю, не буду говорить конкретные имена, но Ну да, не надо. не преподавательский стоит. Мы говорим о- состав, то более плохого и ужасного ученика этой школы не было. И не важно, что там были грабители, убийцы или кто-то еще. Важно то, что самый плохой ученик – это ученик с проевропейским видением, который активно об этом заявляет. Что это? Это подавление гражданской позиции человека. То есть у нас для учителей не важно то, что да, вот у нас есть выпускник, у которого есть какой-то талант, или он там в чем-то разбирается, его там где-то заметили. Важно то, что он не такой, как мы. А если он не такой, как мы, значит мы Линчевать надо. от него отказываемся. И так происходит Ну, и в Михаил, я тоже сообществе. педагог, и надо об этом сказать. Я сегодня преподаю в школе. И, конечно, для меня очень важно, чтобы дети именно свою позицию выражали. Да. Пусть она будет такой, пусть она будет другой, но чтобы ребенок аргументированно говорил о том, о чем он думает. Но я хотела сказать о том, что вот буквально с этой недели во всех школах Гагаузии стали проводить патриотические линейки, которые будут посвящены теме любви к родине и так далее, патриотизм. Считаете ли вы, что это добавит патриотизма нашим детям? И если нет, то почему? Потому что, ну, кажется, что идея благая, кто-то в этом видит какие-то плюсы, кто-то видит какие-то минусы. Вот с вашей точки зрения. Я когда увидел эту новость, подумал, боже, частичка Северной Кореи в Гагаузии. Я не думаю, что это... Я думаю, что это, опять же, какая-то идея недоработанная, потому что, насколько я знаю, в первую очередь она должна проходить на гагаузском языке. Должны проходить на гагаузском Но языке. 50% главная ее или доработанность в том, 60%. что сиюминутно надо было внедрить, потому что Да. увидели какой-то, закладывают какой-то большой результат. Какой? В лишний раз сказать о том, о чем важно сказать тем, кто руководит этими процессами. И честно я вам скажу, я не думаю, что молодым людям, школьникам, которые будут посещать А эти кто их спрашивает, линейки, будет интересно или интересно. нет, Все да? будут сидеть либо в телефонах, либо наушники в ушах. То есть, как обычно проходят неинтересные линейки. Я не относительно давно закончил школу и знаю, Смотрите, как мы это говорим сейчас не происходит. о том, Лена Федоровна, тут я хочу понять, поскольку я не интересовалась как, но Лена Федоровна работает в системе образования, и уже первые линейки прошли, как я понимаю. Да, на этой неделе. Задача закладывается какая? Вот давайте попробуем понять, а что лежит в основе этих линеек. То есть нам надо помочь молодежи направить их мировоззрение в правильном направлении? Но тогда эта То, что линейка- для исполкома, для управления, для Правильное людей в направление. Гагаузии, значит правильное направление, да. Но это означает, что с нашими детьми, школьниками,
будут делать то, что не обсудили с родителями, как минимум. Да, конечно. На мой взгляд. То есть, поэтому я и сказал, частичка Северной Кореи в Гагаузии. Если бы мои дети ходили бы в школу, я хотела бы знать, а кто на каком-то собрании. Были, может быть, собрания, Лена Федоровна, в Нет, образовательности? собраний не было. Ну тогда не очень понятно. А что за этим стоит? Мне кажется, это была бы хорошая идея, но не как линейки, какие-то, ну, то есть на уроках гражданского воспитания приглашать деятелей культуры Гагаузии. Вообще патриотическое направление, оно является и находится в канве жизни школы и находилось всегда. Зачем нужно было это выделять, добавлять еще какое-то мероприятие, которое и без того нагруженный школьный день будет еще больше нагружать? То есть получается, что дети, которые имеют по 7-8 уроков, в тот день еще и 20 минут утром должны проводить на этой линейке. То есть добавляется еще полчаса, потому что после этой линейки детям нужно пройти в свои классы. О чем будут говорить дополнительно, в чем смысл? То есть патриотическое воспитание всегда присутствовало. У меня есть одна идея. У нас же сейчас пропаганда в Гагаузии очень активно продвигает то, что гагаузы и Гагаузия не воспринимаются с Кишиневым. Отношения очень напряжены с властями и, в принципе... Ну так это и есть. Да, но это еще сильнее уже, понимаете, пропаганда это преподносит как отношения между нациями. Молдаване и гагаузы. Давайте раскроем для наших зрителей, вот по этому вопросу, когда вы говорите пропаганда очень сильно, что значит для вас пропаганда в Гагаузии? Мне легче перечислить, кто не является пропагандистом из СМИ. Ну хорошо, давайте возьмем, почему общественный телеканал, который принадлежит гагаузам и финансируется на деньги гагаузов, выполняет задачи, которые ему диктует ШОР. Я о ГРТ говорю. Почему все телеканалы, которые были заблокированы, почему-то в Гагаузии продолжают транслироваться? Почему все... Были заблокированы, лишили права, лишили свободы слова. Так говорят в Гагаузии сегодня люди, которые выходят на протест. Я не согласен, допустим, честно скажу, я не согласен с блокировкой всех телеканалов, но и в то же время... Запретом дело не решишь, это правда. Да, в то же время и была ошибка властей, то, что они не разъяснили. И не сказали. А разъяснений, наверное, нет ни по каким, или на самом деле разъяснительную работу никто не проводит по многим вопросам жизнедеятельности страны. И отсюда, когда мы говорим очень низкая просвещенность граждан, да, она действительно низкая просвещенность, но кто же сказал, что такое миллиард и как он украден и чем это чревато? Вот нет такой, я понимаю, что власть должна заниматься тем, чем она должна заниматься, но как-то в этом очень сложно жизнь проживающим в государстве Молдове появились такие вещи, как кража века, и у нас политики, которые коррумпируют, люди становятся коррумпированными, и это очень страшно. И как мы с этим будем бороться, если не просвещать людей о том, как это... Да, но я очень сомневаюсь, если мы говорим о тех заблокированных телеканалах, что они очень сильно просвещали людей о том, что такое коррупция. Я говорю о том, что не просвещали наши, то есть как бы у государства должна быть задача такая, дать правильную информацию. Это должно быть в стратегии государства. У нас есть правда. Общественное телевидение «Радио Молдова», которое существует также на деньги налогоплательщиков. Не смотрибельно. Очень мало людей смотрят этот телеканал. Но инструменты есть, инструменты медиа, на которых беспристрастно, объективно, и ГРТ тоже, да. Но смотрите, если мы говорим о ГРТ, понятное дело, что вы говорите, почему ГРТ ретранслирует. Вот мы с Леной Федоровной со многими гостями этой студии здесь пытаемся выяснить. У нас бывали и депутаты, которые говорят, а мы ничего не можем делать. Они не могут принять решение, потому что ГРТ в руках ШОРа. В Народном собрании сам спикер ездил на поклон к ШОРу. Михаил Влах передал ГРТ, видимо, на той встрече, когда он встречался с ШОРом в Израиле. Исполняющий обязанности Башкана тоже был на той же встрече. Да. Илья Узун, да. И что мы после этого ждем? То есть все главные институты Гагаузии, которые только можно было взять под свое управление, ШОР взял через этих 3 ходоков, как мы их называем в Гагаузии. И что мы после этого они по национальности гагаузы? Национальности гагаузы? У меня здесь вспоминаются слова Уазу Нантуя, когда он сказал, в проблемах гагаузов виноваты в большей степени сами гагаузы. Я не думаю, что вся эта ситуация бы случилась с ГРТ или с приходом этих людей к власти, если бы у гагаузов, у большинства гагаузов была бы
четкая позиция по отношению к Шору, по отношению к краже миллиарда, по отношению, как должна работать политика в Гагаузии, по отношению, кто должен входить в Народное собрание Гагаузии, и кто должен возглавлять Гагаузию, потому что этот цирк в Народном собрании, по-другому я не могу назвать, и этот Почему сборище цирк? людей Почему цирк? безобразованных практически. Потому что если вы посмотрите хотя бы одно заседание Народного собрания, это очень стыдно. Мне бы было стыдно присутствовать в этом зале. Ну вот, Михаил, нам стыдно, как минимум, да. Вот, а что мы можем поделать, гагаузы скажут нужно так много. просвещать Их люди Гагаузию. избрали. Нужно, чтобы люди тоже понимали и ощущали этот стыд. Не может тобой руководить и тебя представлять человек, который в слове «мама» может допустить 10 ошибок, где 4 только буквы, понимаете? Или как предлагает этот человек... искоренить падежи из гагаузского языка. Лена Или Федоровна, что-то такое. Или который, собирается ехать на автобусе, закажите ему автобус, он собирается ехать в Брюссель, договариваться о чем-то с кем-то, непонятно где. Но другое дело, то, что людям это нравится слышать. Люди оценивают это. Не важно, что сделал этот человек. Важно, что он сказал. Хорошо, давайте чуточку перейдем в Тараклию, потому что об этом тоже хотим поговорить, вот 2-3 минутки буквально. Шор и Тараклия. То есть вы сказали о том, что в Аргееве уже про шоровские проекты многие забыли, Да, уже конечно. не слышно так вот, не звучит Аргеев в общественно-политической жизни страны. А Гагаузия звучит, и звучит громко сейчас. А что Тараклия? Тараклия не звучит, потому что Ницца не построилась, как говорится. А жители Тараклии как реагируют? Вот обещали, не выполнили. Как реагируют? Понемногу, кстати, начинают тоже понимать, что происходит, и уже не ведутся на вот эти LED-экраны в центре города, и официальное открытие дороги, которое сделано за наши деньги. Вот это больше всего меня выбешивает, то что мэр от партии Шор делает какие-то проекты за мои налоги, за наши налоги, за налоги людей, которые нас смотрят, и презентует как проект Шора. Опять мы возвращаемся Значит, в Шор момент правильно образования. управляет людьми. Подождите, правильно Значит, управляет людьми. система образования Республики Молдова неправильно работает, я бы так Подождите сказал. секундочку, у нас тоже, мы с Леной Федоровной не раз здесь обсуждали в студии, что 700 леев, которые положены были и всегда в бюджете закладывались, и 25-й год не исключение, они были заложены в бюджет, 700 леев на каждого человека на зимний период, они не выплачиваются в эпоху Шора, назовем это так. Это налоги. Потому что должны выплачивать 300, но я не знаю, выплатили ли эти деньги. То есть, вы пока еще понимаете, нет из слов бюджета о том, денег что- не получают эти пенсионеры. Зато все то, что они получают на свои карты, это презентуется как самая главная помощь, да, от Шора. Вы знаете, на днях у меня был разговор с одним человеком, который сказал: слушайте, я никогда не был пристрастен ни к одной политической партии, я ответственно выполнял свой гражданский долг, ходил и голосовал, и буду голосовать, потому что мне не безразлично, я понимаю, что я обязан это делать, но у меня возникает, говорить, такое желание, если уж пенсионеры очень рады и довольны вот этой поддержке, которую им оказывает Шор, значит, я как налогоплательщик, я веду здесь свой бизнес, я оплачиваю немалые деньги в бюджет страны, наверное, нужно выходить с ходатайствами, оставить без пенсии тех людей, которые Получают поддержку от Шора. И я тогда говорю, вы знаете, эти мысли нельзя озвучивать вслух, как минимум потому, что это еще больше внесет такой вот, я не знаю, раздора. А раздор настолько... А сейчас особенно он сильный. И особенно в предвыборную кампанию. Вы знаете, что мне этот человек сказал? Я понимаю прекрасно, а как этим людям иначе объяснить, что вот то, что вам дают ровно для того, чтобы добиться какой-то цели. Как это только цель будет достигнута, не дай бог, что она будет достигнута, вам перестанут выплачивать. А людей, которые работают в этой стране, делают бизнес или там на других работах, их не так много уже, а людей, которые ожидают получения каких-то пособий, пенсий, их очень много в этой стране. То есть, вы понимаете, бизнес, а это вполне себе здорово и крепко держащийся на ногах бизнес и бизнесмен. И если у него появляются такие разочарования в стране, зачем платить людям пенсию? Они хотят жить вот на деньги ворованные. Мы еще такую проблему можем иметь. Вы понимаете в этой стране? Я думаю, это не очень популярно, конечно, популярная идея, но такие... Нет, она даже не должна быть реализована, потому Это что да. в государстве Но правовом многие- гарантии по выплатам пенсии и пособий, они обязательны. Но многие бизнесмены вот Разочаровываются такие же разочаровываются. в стране, Я да? тоже знаю людей, которые платят огромные налоги этой стране,
и они не понимают многих вещей тоже. И вот они тоже говорят о том, что зачем мне платить налоги, то есть зачем мне поддерживать кого-то. Сейчас очень остро стоит, опять же, из-за Шора, я хочу, чтобы гагаузы это поняли, очень остро стоит среди молдаван, да, настроение по отношению к гагаузам. Зачем нам нужна эта автономия, которая, да, вся коррумпирована. Я не скажу, что остальная часть Молдовы Слушайте, абсолютно не коррумпирована. это несколько политиков, это не прям... и я убеждена, что эту мысль кто-то пытается больше раскрутить. Да, у гагаузов... Среди населения румыноговорящих это действительно такие настроения. Но И эти они не настроения берутся появились непристрастно. сейчас, эти настроения. Я думаю, последние полгода, где-то год, они есть в сообществе. И Я объясните их очень их причину. часто вижу. Я думаю, все, конечно же, начинается с политических каких-то таких вещей. Я думаю, отчасти это эти настроения и, да, навязаны политиками, но и отчасти и молдаване тоже видят то, что происходит в Гагаузии. И да, то есть очень для некоторых, я знаю людей, которые не политики, не гражданские активисты. И для некоторых людей это очень больно видеть, что, да, какой-то регион в Молдове, к которому мы хорошо всегда относились, мы называли гагаузов своими братьями, но вот тут вот почему-то они резко против наших идей, да, то есть общих идей, которые, казалось бы, Против среди... страны, в которой мы живем. Ну, Да. я думаю, что, собственно говоря, общие идеи не очерчены были и самим Кишиневым, и для Гагаузии, и Я для думаю, всей нету страны. идеи общей. Так вот, если ее нет, в этом есть основная, главная проблема всех политиков, всех времен жизни независимой, суверенной Молдовы. Потому что, когда не определена вот эта вот национальная идея ни для Молдовы, ни для гагаузов своей гагаузской автономии, вот поэтому вот этот разброд и шатание разных политиков, которые уводят наших людей по разным своим, я не знаю, по интересам. Ну вот вы сказали, я считаю, что национальную идею Гагаузии должен определять гагауз, а не Безусловно. должен приходить Ну да, кто-то с Кишинева. да, И вот у это меня так. вопрос, хотя бы один башкан Гагаузии пришел с какой-то идеей для гагаузов, национальной идеей? Это правильно, абсолютно, и спорить с этим не приходится. Но для того, чтобы вся страна жила как единый организм, все, вне зависимости от того, это гагаузы, да, вне зависимости от национальностей, все должны жить во имя одной идеи. А идея, наверное, может заключаться в том, чтобы развивать нашу страну, в которой мы живем, делать жизнь каждого человека в этой стране лучше. И вот, наверное, не нашлось в Молдове такого вот лозунга, таких вот людей, таких лидеров, которые объединили бы и потянули бы за собой все общество. Знаете, чем еще отличается наша Молдова от других многонациональных стран? Это то, что политики и политический класс в Молдове, он всегда враждует друг с другом. А это выгодно враждовать? Это выгодно, Да. и они враждуют за свой электорат. Но давайте выгодно помнить, кому? что Выгодно электорат, партиям? да, а Ну, электорат конечно. это деньги. То есть в нашей стране, к сожалению, это деньги, это не экономика, это не будущее. В нашей стране решают Здесь деньги. сейчас. Например, я хочу, то есть если мы говорим о болгарах, о гагаузах, о молдаванах, есть страны, где политический класс среди большинства, допустим, один, но и автономии представлены, но между собой эти политические кланы, они ведут диалог, они ведут все к единому, целостному какому-то решению, у них одинаковое видение. Я считаю, то есть я жду момента, когда в Молдове будет какая-то гагаузская партия в коалиции, в парламенте с какой-то молдавской партией, у них будет единое видение, куда вести страну, и вот все мирно, дружно будут работать на общий интерес для страны, а не для того, сколько мандатов получит та или иная партия, чтобы диктовать, как будет жить вся страна, а потом зарабатывать на этом и капитал финансовый, и политический капитал. Мне это очень не нравится. И понимаете, что мы не сможем это изменить, мы никогда не сможем создать какие-то вот такие вот демократические схемы и ценности в Молдове, пока мы не повысим уровень образования людей, пока мы не повысим их гражданскую ответственность. Когда у нас люди, я сомневаюсь, что у нас люди понимают, что такое правоцентристская партия, левоцентристская партия, центристская партия. Может быть, это и не должен понимать рядовой житель страны.
Может быть, Но этого не это до- представляет Но рядовой житель интересы страны должен партии, понимать, видение. кто депутат, если я его выбираю, Да, что он вот. делает в парламенте, если я участвую в выборах парламента, что делает депутат в Народном собрании. Да, вы правы, с вами невозможно не согласиться, что политическая, просвещенность вообще в жизни, как же должно жить государство и что должен делать гражданин, чтобы потом государство сделало для него что-то, как для гражданина. Да, но это проблема, наверное, не только нашего государства, Ну вот а как многих других небольшой стран. пример. Все ставят программу «Европейское село», которая работает. Но многие села уже знают, что благодаря Европейскому селу сделано то-то, то-то. И в да. Гагаузии таких проектов Да, но немало люди- реализовано и реализуется. У нас очень много людей не понимает, как работает это. То есть прям очень много людей не понимает, как функционирует. Почему? Потому что я в каком-то своем интервью сказал, что я помог примару своего села, Кортин, то есть организовать этот проект. И вот примария уже получила, да, то есть этот проект, причем Кортин стал, это очень небольшое село, получил самую большую сумму по региону, по району. И раз мне прилетает от кого-то из моего села, что, а где деньги? А я в тот момент ездил в Италию, а он поехал в Италию на эти деньги, а вот он украл у нас эти деньги. И я понял, что у нас люди не понимают, как работают между собой даже институты власти, что как работает и что такое госканцелярия, откуда приходят деньги в примарию, как формируется бюджет. И это интересный момент для того, чтобы начать и просвещать людей. Того, как Но, устроена система знаете, а власти. давайте и хорошее подведем. Лет 10 назад, 10 это уж точно, даже может быть, лет 10, да, мало кто из примаров населенных пунктов Гагаузии, не беру по стране, понимали и знали, что такое проект и как его можно писать. Это до сих пор остается. Сегодня очень многие села, а у меня в селе Чешмекёй на момент 2015 год Чешмекёй был в числе тех сел, которые ни одного проекта не написали и ничего не пробовали даже какую-то заявку куда-то подать. Сегодня отрадно, что и Чешмекёй, и много-много других городов и сел, практически все знают, что такое проектная деятельность, как писать заявки, как отчитываться по проектам. Поэтому будем считать, что прямо на месте Молдова не стояла, мы развивались. Другое дело, что мы все хотим, чтобы изменения были быстрее, а для этого нам нужно всем гражданам, без исключения, к какому возрасту мы относимся, надо просвещаться. Да. Ну и я бы добавил нас- тут небольшой момент, что все-таки нужно помнить и говорить о том, что Молдова не стояла на месте и то есть развивалась в основном, в большей степени, из-за поддержки наших европейских партнеров, а не за восточные наши гранты или поддержки какие-то, да, которые приходят с России. Мне кажется, важно, чтобы люди знали, откуда в нашей стране в основном приходит поддержка. Да, это уже настолько, но все равно, даже тогда, когда люди знают, что детские сады и школы и прочие в их населенном пункте, и детские площадки, и какие-то еще другие работы были сделаны за счет средств Европейского фонда, и мусорные баки у них стоят в каждом дворе, и там наклеено, что это благодаря помощи ЕС, все равно люди говорят, что нам Шор любезен, он с нами правильно обходится. Насильно мил помогает. не будешь. Давайте пойдем к нашей рубрике, которая называется «Люди говорят что». Мы попросим ваших коротких ответов. Друзья, вы с нами, мы видим, чувствуем, знаем. Ставьте лайки, если эта дискуссия вам нравится. Присоединяйте к этой дискуссии и ваших друзей, предложите им подписаться на наш канал. Ну и дальше «Люди говорят что». Люди говорят, что... Люди говорят, что в стране нет эффективной молодежной политики. Это правда. Это абсолютная правда. Особенно в контексте молодежной политики наших регионов, этнических меньшинств. Почему я все свожу? Потому что почти 20% населения – это весомая цифра. И я считаю, что подходы должны быть к национальным меньшинствам другие, и в частности к молодежным политикам. Другой момент то, что у нас есть агентство по молодежи, которое в рамках Министерства образования работает. И иногда мне кажется, что сейчас вот поменялся директор, все начинает постепенно идти к лучшему, но иногда мне казалось, что это агентство оторвано от реальности молодежи. А кто сейчас возглавляет?
Ну, я сейчас имени не Чтобы вспомню, мы но это тоже не тоже запустили. представитель молодежи. Ага. И это очень хорошо, потому что я считаю, что такие вот какие-то... Развитие молодежных политик должен заниматься молодой Нужно человек. доверять Развитие молодежи. политик национальных меньшинств должен заниматься представитель национальных меньшинств. Вот тогда будет работать все системно. И международные партнеры сейчас очень активно поддерживают развитие молодежных политик. Но вот то, что люди говорят, Это я правда. согласен с этим. А еще люди говорят, что школьники не хотят учиться, а учителя не находят подходов. Школьники никогда не хотели учиться, кому нравилась школа. То есть школа редко кому нравится. А по поводу учителей, ну, у нас... Я не очень люблю критиковать учителей, потому что им иногда очень сложно, правда, работать. Но в плане подхода у нас реально очень мало учителей, которые каждому ученику ищут свой какой-то подход, которые каждого ученика оценивают по отдельности, за его индивидуальность. То есть это было бы интереснее и продуктивнее так. Но в большей степени учителей, они реально не... То есть они приходят, провести... Михаил, Вы как учитель сейчас будете... Они загружены Да-да-да. другой Педагог, работой я тоже. хочу сказать о том, что для того, чтобы реализовать именно такой подход, мне кажется, что нашу систему образования нужно просто Менять. поменять, потому что при существующей ныне системе, когда вот эти девятки и десятки решают важную роль в судьбе каждого ребенка и педагога, который Это правда. готовит ребенка к экзаменам, Идет погоня. Да. идет, За да, девятками. идет, к Поэтому сожалению. я и говорил, когда вот была даже моя цитата про индивидуальность, у нас система образования, у нас нет такого мотивационное письмо, письмо от учителя, рекомендация, таланты, да, то есть у нас не Понятно. оценивают это. Люди говорят, что молодежь не интересуется политической жизнью страны потому, что нет хороших примеров и авторитетных политиков. То, что, о чем я и сказал, у молодых людей нету политиков, за которыми молодые люди бы шли. К сожалению, даже у нас сейчас в парламенте, да, у нас есть депутаты молодые, которые занимаются, вроде бы должны заниматься молодежными политиками, но результатов нету. И это действительно так. У нас нету лидеров, за которыми... Я знаю одного человека, за которым молодежь очень сильно шла в партии. Сначала в Пеледеме, потом в партии ПАС. Это Андрей Спынов. Потому что он был главой в Пеледеме, он был главой молодежного Молодежной крыла. организации. И в ПАСе, когда ПАС 15-16 год, он отвечал именно за молодежь. И вот его многие ценят именно за его подход к молодым людям. А так я не знаю лидеров, за которыми молодежь бы шла активно. Ну, то есть особенно. получается, что у ПАС был такой человек, и он ушел от ПАСа. Ну, А в чем он- заключалась изюминка работы с молодежью у, допустим, у Я этого думаю, человека? подход. Я думаю, потому что он индивидуально с каждым говорил. Я думаю, он давал молодым людям то, что они хотели, включая то, что они хотели слышать. Понимаете, работа с молодежью — это очень часто психология. И у нас плохо с этим, к сожалению. Люди говорят, что Молдова может развиваться без помощи ЕС. Я не верю в это. Это мое личное мнение. Точнее, Молдова может развиваться без ЕС, но не так стремительно. И мы слишком маленькие, мы слишком бедные, чтобы существовать вот в каких-то хороших стандартах без внешней помощи. У нас очень плохая экономика в плане, у нас очень мало заводов больших, чтобы мы производили какую-то крупную продукцию, ее было много. У нас практически же нету заводов, которые производят электронику или какую-то машинную деятельность. Невозможно маленькой небольшой стране, как Молдова, только на каком-то, да, то есть сельскохозяйственном импакте от экономики развиваться самостоятельно. Хорошо. Люди говорят, что молодежь хочет только легкую работу и высокую зарплату. Это так. Молодежь у нас, к сожалению, очень часто ленится. Но здесь же есть и подход того, как мы воспринимаем наше общество. У нас есть в Молдове профессии, которые востребованы, и они оплачиваются очень хорошо для Какие, к Молдовы. примеру? Профессии, которые очень редко идут на них учиться: сельское хозяйство, агрономы, да, инженеры, электроники, если да, я правильно сказал, потом
люди, которые сантехники. То есть работа в основном, которая требует физического Вот прям труда. в точку. А почему молодежь не выбирает эти профессии? Они на самом деле высокооплачиваемые. Но у потому нас же что- в менталитете это не престижно. У нас все... волна, когда началась, да, все у нас были юристами, адвокатами, потом... Мне понравилось слово «волна» началась. Это потому что, то есть, в Молдове есть действительно это 2000-е года, когда Престижно было быть адвокатом, юристом. У нас же очень экономистом. большое количество сейчас нотариусов, юристов. Ты по Кишиневу ходишь, здесь нотариус, там бюро адвоката, здесь какой-то юрист. Понятно, но для того, чтобы развивать Молдову, нужны именно вот эти специалисты. Именно эти специалисты. Это средние специальности. И Да. надо сказать, что Кодекс об образовании Республики Молдова, который был принят в каком году, Лена Федоровна, подскажите, он успешно работает и неважно в каком Да. году, главное, что Да, успешно. ну, Главное, что был при Майе принят. Санду, когда она Успешно. была министром Министром образования. образования. Да, это был 13-й год, вспомнила. Да. И главное, что в этом этот документ, вернее, кодекс, дал возможность профтехучилищам очень серьезно, или колледжам техническим каким-то, очень серьезно укрепиться в материально-техническом смысле и дал возможность набирать такие профессии, которые нужны. Но конечно. по-прежнему страна нуждается в строителях, в все те профессии, которые вы перечислили. Почему молодежь, даже получая эти специальности, они потом уезжают за рубеж, они не остаются в этой стране? Либо они Во-первых, здесь, но они не хотят работать по той специальности. Во-первых, очень мало, в нашей стране очень мало, постоянный недобор студентов для этих факультетов. Вот буквально я пару недель назад говорил с ректором колледжа в Светлом. То есть у них постоянный недобор студентов, потому что это не престижно учиться на этой профессии, и хорошо. это закладывается в семье. А те, кто ходит... Кстати, было интересно, он мне сказал, что 70% остаются, 30% уезжают. А чем занимаются те 70%? Ну вот они получают образование. Да, причем, я думаю, мало студентов знают, но мы должны тоже просвещать и говорить. Каждое вот такое профессиональное училище или колледж, они сотрудничают с фирмами, с организациями, куда сразу же они Можно перенаправляются, пойти на да, работу. Но у них работать. дуальное обучение, и они тут же, пока учатся, они уже практикуются Начинают, на тех да. или иных. И вот мне ректор колледжа говорил, что у них их студенты работают по всей Молдове. И вот буквально он мне приводил в пример парня, который выпустился год назад. У него зарплата 30 тысяч лей. Для Молдовы это хорошие деньги. А те 30, которые... То есть в Молдове хорошо оплачиваются эти профессии. Просто у нас люди очень... То есть не знают об этом в основном. Сейчас крупные организации, фирмы строительные хорошо оплачивают работу строителя. У нас тем более рынок недвижимости повысился. Я же слушаю вас, я пришла к одной мысли. Для того, чтобы оздоровить ситуацию в стране, чтобы не то что заставить, но призвать людей поверить в силы свои и в силы своей страны, нам нужна реклама внутри. Конечно. Потому что у нас кроме политической рекламы сейчас вот ничего другого нет для людей, для того, чтобы люди понимали, чем надо дорожить в нашей стране. У нас замечательные законы. Ну да, профориентационная работа проводится, но когда набирают, допустим, сказать родителям о том, что ваш ребенок получит такую профессию, которая позволит ему очень Да и ребенку это объяснить. но мне кажется, что дети, в основном эта профориентационная работа проводится с детьми в школе, а ребенок, он нацелен уехать, он уже живет, и он даже дома, мне кажется, не всегда делится со своими родителями вот этой информацией. Значит, вот в этой студии возникает... А давайте мы Есть зададим еще два вопрос. момента, которые очень важны. Первое – это наш менталитет, потому что у нас, к сожалению, до сих пор остается, что когда собираются родители, у меня сын юрист, а у меня сын там маркетолог, сказать. а кому-то стыдно сказать, а у меня сын, Строитель. допустим, строитель. Какая благородная И он профессия. зарабатывает в 2 раза больше, чем ваши сыновья. Но все равно стыдно сказать, что у нас действительно эти профессии сейчас больше оплачиваются. У некоторых юристов нет работы, у строителей они всегда есть. А другой момент – это то, что как мы продвигаем это. Вот то, что вы даже сказали, было бы интересно звать А никак не и продвигаем. показывать в этом картинку проблема. вот этого человека, который закончил этот факультет, и сейчас он классно работает, на классной должности, в какой-то классной фирме, вот это работает. А вот эти И вообще, брошюры, нужно, с которыми мне кажется, ходит каждый университет, это уже... престиж этой профессии нужно. У меня есть
хороший знакомый, он работает в Европе, он говорит о том, что если ты приходишь в магазин, ты открыт, вот на тебе вот эта рабочая одежда, ты пришел для того, чтобы купить себе что-нибудь на обед. Вот эти пожилые люди, которые стоят в очереди, они тебя пропустят, потому что у тебя короткое время отдыха, обеда, ты должен успеть что-то купить, поесть и вернуться, и начать продолжить работу, потому что ты будешь оплачивать налоги, а из этих налогов они дальше будут получать пенсию. То есть этого у нас в стране нет. Как к этому прийти? Высокие материи для наших людей, но при всем при этом ничего другого не остается, кроме как уже молодежь должна думать по-другому. Да. Люди, которые в семьях слышали то, о чем говорит Михаил, конечно, нельзя не согласиться. А когда людям, молодым людям еще дома говорят, у нас ужасная страна, у нас ужасные политики, на самом деле кажется, что нужно прекратить. Знаете, как не плюй в колодец, с которого воду пьешь. Вот нужно прекратить говорить плохо о стране, в которой есть очень много хорошего. И надо начинать потихоньку замечать то хорошее, что в этой стране на самом деле, может быть, даже Молдова своей многонациональностью, сейчас дальше поведем разговор об этом, многонациональностью делается такой привлекательной для большого числа людей, которые будут приезжать в эту страну. Ведь именно это делает нас более красивыми людьми, гражданами этой страны, потому что молдаване, болгары, гагаузы уже давно создали семьи. И посмотрите, сколько всего благородного, прям вот подходящее слово благородного есть в нашей стране. Нам бы научиться это все видеть. Михаил, скажите, пожалуйста, вот молодежь, которая, надеемся, что смотрит сейчас этот выпуск в том числе, наверное, думает, ну интересно, вот выбился как-то там, пробился, а теперь он так легко рассуждает о том, что в этой стране тоже возможно. Вы работаете на государственной, в публичном учреждении? Да. Нет. Центр функционирует как организация гражданского общества, она не принадлежит... А вы раньше работали в публичном учреждении? Я никогда не работал ни в одном, не занимал государственную должность. Тогда давайте пометим, вы не занимали... И пока что не готов. Смотри, тогда давайте, возможно, да, я думала, что вы работали в публичных органах, вы не работали никогда в публичных органах, вы никогда не были членом какой-либо партии. Вы являетесь молодым представителем гражданского общества Молдовы, который борется за то, чтобы Молдова продолжала демократические пути, на которые она пытается стать, да, чтобы Молдова продолжила европейский курс, правильно ли я понимаю? И вы готовы своим личным участием предложить что-то Молдове, в частности для молодежи, чтобы сплотить молодежь и обозначить для них какую-то полезную для самих и для страны повестку дня. Так? Да. Тогда скажите, что вы для этого делаете? Ну, я работаю то есть сколько я вот работаю последние 5 лет именно для этого. И что я делаю конкретно? Я не могу сказать, что мы делаем с моими коллегами. Сейчас из Центра гражданских инициатив для нас приоритетом является то, чтобы государство перерассмотрело, а лучше вообще аннулировало все, что есть, и создала новые публичные политики и программы для национальных меньшинств, для гагаузов, для болгар, для украинцев, для ром. Потому что меня больше волнует потому что это все пересекается, система образования, государственной политики национальных меньшинств, государственной политики молодежи, представительство в парламенте, существование агентства межэтнических отношений. У нас не структурировано ничего. Из-за этого во многом происходит то, что происходит. Из-за этого во многом не интегрированы национальные меньшинства, из-за этого во многом многие не знают не то, что свой родной язык, государственный язык, да, то есть... Ну, хорошо, о бюро межэтнических отношений мы говорили, кстати, в нашей студии. С господином Рябчинским. Да. Но, у него нету агентства межэтнических отношений, не имеет силы. Оно существует поскольку-постольку. И мы можем посмотреть, то есть агентство не участвует в разработке государственных политик для национальных Тогда зачем меньшинств. агентство, которое Я задаюсь этим вопросом последний год, мне на него никто не отвечает. Агентство существует при правительстве. Сейчас его перевели, оно в подчинении Министерства образования. Господин Рябчинский пришел к господину Причуну с просьбой:
у вас в министерстве только один человек в департаменте по нацменьшинствам. Увеличьте штаб хотя бы до 5, чтобы мы могли делать госполитики. Ему ответили, что нет. Это не происходило и последние 20 лет, когда агентство находилось под правительством Республики Молдова. А существует государственный орган, который содержится опять же на наши налоги, который выполняет задачу Министерства культуры, ходит и делает концерты, и иногда приходит с классными идеями, которые, к сожалению, не Хорошо, а что вы А поддерживают. вы можете что делать предлагаете? вы? Вот вы, как, да, вы молодой человек, у вас еще нет большого Есть просто опыта. организация, да, есть которая организация, которую вы существует сейчас... как НПО. Да, но Так. является очень важным игроком. Нет, безусловно, вы говорите, надо все поменять. У вас уже есть какая-то... Видение какое-то? Конечно, в первую очередь правительство Республики Молдова, у него есть два выхода. Первое, полностью ликвидировать агентство межэтнических отношений и на его базе создать, я предлагаю, да, фонд интеграции, допустим, либо же просто оставить агентство межэтнических отношений, но просто увеличить, реконструировать, да, увеличить штат сотрудников и создать отдельные департаменты. Агентство межэтнических То отношений... есть вы предлагаете еще больше чиновников? Да. У нас Ну, же мало. сейчас в агентстве 20, хотя бы Давайте. распределите этих людей, хотя бы наймите качественных специалистов. И пусть вот Чем они должны 4 будут департамента, заниматься? и в каждом департаменте по 5 человек, это вот так вот И вот хватит. эти Хорошо, 4 чтобы мы департамента сейчас- чем будут заниматься, на ваш В первую очередь, агентство межэтнических отношений вместе с Министерством образования должны пересмотреть систему образования в этнических сообществах. Во вторую очередь, то, что мы даже обсуждали по программе изучения гагаузского языка и сохранения. Агентство должно быть главным игроком в этой программе, и оно должно вместе с гагаузскими властями над ней работать в идеальном, да, таком. В третью Да, Гагаузия очередь... сама справится с изучением гагаузского языка, если будут думающие руководители Люди, да, здесь и но- будут средства на Но это. то есть как оно должно быть, агентство должно быть тоже игроком в этой программе вместе с гагаузами. Другое, то, что у нас агентство должно поддерживать да, такие межэтнические отношения через специальные программы поддержки, через грантовые МПО и медиа на языках меньшинств, через тоже Да. финансовую поддержку. Но нам не нужно придумывать велосипед. У нас есть это в странах Европейского Союза. То есть перенять опыт, имеете в виду? Да, я предлагаю то, что и сколько этих поездок было для всех директоров генеральных агентств межэтнических отношений во все существующие страны. Никто не Я знаю одного человека, я знаю двух людей, точнее, господин Рябчинский, который пытается что-то поменять. Но он один в этой всей истории. Я знаю Дмитрий Марус, который возглавлял тоже это агентство, и которого вот это тоже чуть-чуть затопило, и он оттуда ушел. Но это не, понимаете, вот я сказал вам, я пока не занимал ни одну госдолжность, как раз таки из-за того, что если ты хочешь быть продуктивным чиновником, ты должен войти в систему, где люди, которые принимают решения, должны помогать тебе в этом, а не блокировать наоборот. А вы готовы, не готовы? к Глава агентства межэтнических отношений не может поменять ничего, если с ним на открытый диалог не идет кабинет министров, то есть правительство Республики А что Молдова. тогда можете делать вы? Мы как организация гражданского общества критиковать власть, инициировать, говорить об этом на всех интервью, создавать программы, которые должны функционировать при государстве, есть- ОАРИ при поддержке международных партнеров. То, что мы делаем, мы создаем видеоконтент и медиа на языках меньшинств, мы создаем промо-продукцию на языках меньшинств, у нас есть программа «Публичные диалоги с властями», у нас есть программа «Межэтнические диалоги». Да, и ваши видео есть в социальных сетях. А вот сейчас мы попросим, чтобы об одном проекте хотим поговорить, который тоже ваша организация намеревается... такой амбициозный, я бы сказала, проект. Интересно, Да или нет? Скажите, и почему появилась вообще такая идея? Вот мы сейчас вместе посмотрим тот самый рекламный ролик. Я уверен, вы идете на Крымскую платформу. Устали от подобного? Регистрируйтесь на проект «Симулятор Народного собрания Гагаузии» для того, чтобы узнать, как функционирует Народное собрание Гагаузии, повысить свои навыки и стать настоящим политиком, который работает в интересах своего региона. Совсем скоро этот проект стартует, насколько мы понимаем. Расскажите немножечко об этом проекте
И есть чего ли, задумано, да, и есть ли желающие, записались ли, сколько их, какой возраст тех, кто хочет участвовать? Как раз и про активность молодежи услышим. Да, кстати, и про Народное собрание Гагаузии, про власти. Этот проект вообще у меня был в голове с 2022 года. То есть, А почему он был связан с Гагаузией? потому что был и существует в Молдове Почему проект, мы который поддерживает ежегодно международные партнеры, он называется «Молодежный парламент», в котором румыноговорящие симулируют парламент Республики Молдова. Почему 2022 год? Потому что меня не взяли на этот проект из-за того, что, как мне кажется, из-за того, что я русскоговорящий. И вот это... Потом появился проект модель ООН, модель Европейского Союза. Я смотрел участников, и я понимал, что там практически нету гагаузов. И вот тогда я понял, в Гагаузии есть целый локальный местный парламент. Почему мы не можем сделать симулятор Народного собрания Гагаузии? А главная идея из-за того, что, вот я уже сказал, я когда смотрю заседание Народного собрания Гагаузии, вот этот цирк, мне стыдно становится. Гагаузия нуждается, и как я слышу от молодых людей в Гагаузии, в новой такой политической, я не могу сказать элите, потому что, чтобы стать политической элитой, все-таки нужно работать над этим. Но вот людей, которые скажем, активных, гражданских активистов для начала, скажем так. Я понимаю, что в Гагаузии очень, я не хочу говорить слабое, но недостаточно активное гражданское общество, которое именно работает с обществом. Но мне кажется, что почти вообще нет никого, мы не слышим. Есть Фарас в Чедерлунге, организация, которая работает с молодежью. Смотрите, если лет 10 назад, маленькая реплика, чтобы не сбить вас с мысли, если лет 10, да и 7-8 назад еще можно было услышать неправительственные организации и про Европу, и Пилигрим Дема когда-то активно проводила. Сейчас неправительственных организаций, которые работают и сподвигают гражданское общество на какие-то действия, их нет. Вот это тоже проблема. И мы создаем этот проект для того, чтобы создать новое поколение грамотных, амбициозных лидеров, которые могут менять свой регион. И неважно, то есть понятное дело, что там мы не наберем 35 человек и всех вместе на следующие выборы, но как минимум гражданские активисты, которые у себя в селе могут что-то продвигать, гражданские активисты, которые могут, нету гражданского общества, создать организации гражданского общества. Очень важно, чтобы Гагаузией управляли адекватные люди, которые не приведут к автономии, то есть к тому, что происходит сейчас. Краху мечты, да. А проведут реально к какому-то, развитию, к сохранению гагаузского языка. Михаил, вот сейчас люди, которые смотрят передачу, зная прекрасно риторику, которую очень любят люди, выходящие на протесты, что USAID, Сорос и другие организации, которые поддерживали много разных НПО и медиаорганизаций, на какие деньги вы будете реализовывать свой проект? Наш проект финансируется Европейским Союзом, финансируется посольством Голландии. Кстати, посольство Голландии в свое время было главным донором по программе по сохранению гагаузского языка. То есть именно посольство Голландии, я не знаю, если интересно знать, именно посольство Голландии настаивало и вела переговоры между премьер-министром на тот момент Санду и башканом Гагаузии Ириной Влах для того, чтобы создать эту программу. И вот не случился проект. Не сказала об этом гагаузам Ирина Влах. Вот. Теперь гагаузы будут знать. Откуда мы могли знать? Да. Поэтому... Да, Европейский Союз и посольство Голландии. А вы чувствуете какое-то, последнее время так много об этом говорят, и очень много агрессии в отношении тех организаций, которые, дескать, на европейские, как будто европейское село и много других проектов не делались на деньги USAID или, я имею в виду, инфраструктурных проектов. Вы чувствуете свою какую-то, или не то что свою, но некую ущербность от того, что, да, вы можете работать со своими инициативами, только получая какие-то грантовые средства от ЕС? Слушайте, и других посольств. Было бы хорошо, конечно, чтобы вот как в нормальных государствах правительство поддерживало. Но мы слишком бедные. То есть пока есть поддержка от внешних доноров для того, чтобы Молдова встала,
путь истинный, так скажем, для того, чтобы стала богаче, страна могла вот поддерживать эти инициативы. Я не вижу в этом никакой проблемы. А если Посмотрите, Евразия какой- предложит вам помочь вашей какой-то инициативе? Ну, Фонд Евразия, который финансирует сейчас или Шор его, или Шора он, этот фонд, я уж не знаю, как там. Мне лично предлагали, я отказался. Почему? Ну, я внедряю проекты и работаю только с людьми или с фондами, которые в первую очередь не делают это в каких-то своих интересах, во вторую очередь не связаны с криминальными какими-то группами. Элементами. А в третью очередь ни один европейский фонд, он не принадлежит кому-то одному. И, да, и он не использует вот Но Евразия тоже не видение. принадлежит кому-то. Да ладно, одному. все знают, что Евразия принадлежит Шору и одному депутату Госдумы Российской Федерации. То есть они в управлении фондом. И в самый последний момент для меня это, честно, деньги Евразии, деньги, которые Шор выплачивает, я их называю кровавыми из-за своей позиции к Российской Федерации и Украине. И мы прекрасно знаем, откуда приходят деньги к Шору и вся вот эта Откройте свою позиция. позицию по Украине, по вот этой войне, Ну, которая мне кажется, там это... четвертый год Я пошел. пишу об этом очень часто на Фейсбуке. Для меня, я объясню тоже, потому что, чтобы люди правильно поняли, для меня Российская Федерация и путинский режим террористы, которые напали на Украину, но у меня нету этой позиции, как у части людей, что если эта война происходит, и я не люблю, точнее не принимаю, не знаю, скажите, ненавижу там путинский режим, что я ненавижу русских или Россию как государство. Я разделяю немножко эти моменты, потому что я понимаю, что режим такой, и у меня нет такого, у меня нет негатива или хейта ко всем русским. Потому что для меня Россия это может быть, Не один да, человек. это Тамара Эдельман, прекрасный учитель, для меня это Земфира, для меня это Навальный, Немцов, которые погибли, для меня это может быть какие-то другие музыканты, которые приняты и названы иноагентами. Для меня Россия это не только Путин, но в войне я поддерживаю Украину, и для меня целостность Украины, как и целостность Молдовы, это очень важно. А у вас были какие-то скандалы, ссоры или, я не знаю, там какие-то малоинтересные дискуссии, диалоги, которые заканчивались какими-то там разрывами отношений со своими близкими, знакомыми, родственниками? Из-за По вашей этой- позиции имеется в виду. В семье нет. С родственниками я никогда особо близко не общался и не собираюсь общаться. Я знаю, что они не поддерживают эту позицию. Мне ни горячо, ни холодно от этого. То есть у меня не было такого. Вот у меня как жизнь шла, что был моя позиция и где-то Но, там... Михаил, может быть, родственники. кто-то говорит о том, что вы сейчас работаете в таких структурах, вернее, вот в этой МПО. организации МПО, которая поддерживается Европейским Союзом, и именно поэтому, может быть, вы именно таких взглядов придерживаетесь. Вас не обвиняли в этом? Но не сама НПО поддерживается Европейским Союзом, а один из проектов, который Да, вы да. реализовываете, мы о нем сейчас говорим. Конечно, очень часто люди из-за того, что не понимают, как это все работает, спрашивают, Купленные есть. сколько Майя Санду вам заплатила. У меня самый частый вопрос, А сколько почему Майя именно Майя Санду? Санду? Мне кажется, из-за того, что я поддержал именно Майю Санду на выборах открыто. Мне кажется, из-за этого еще в 2020 году. И я не знаю, наверное, люди это себе представляют, что я вот там 5-6 лет назад приехал на Южный автовокзал из Корзина со своими сумками, и Майя Санду мне сказала: «Миша, наконец-то ты приехал, без тебя жизнь не идет». И вот с тех пор я начал работать на Майю Вы Санду. проголосовали за Майю Санду в 2020 году. Что вы сделали в 2024 году? Тоже проголосовал за... Почему? Для меня госпожа Санду — это президент, который сделал для Молдовы больше, чем кто-то из других, то есть функции президента, больше, чем кто-то из других президентов. Что он сделал? Что Мы она сделала? вышли, во-первых, в первую очередь мы вышли на хорошие, отличные отношения со всеми международными западными партнерами. А И это потеряли важно? отношения с Россией. Лучше получить там, 20 друзей, чем сильных друзей, чем одного, который в принципе не был нам другом никогда из-за Почему вы всего так влияния с считаете? Приднестровья, из-за эмбарго на
молдавскую продукцию из-за влияния в Гагаузии. Для меня Россия никогда не была другом ни Молдове, ни Украине, ни Армении, ни Грузии. Мы продукт... 50% молдаван, вернее, ну, жителей Молдовы с вами будут спорить по этому поводу. Всю жизнь со мной спорят по этому поводу. В этом ничего плохого страшного нет. Главное, да, то, что вы открыты. Но смотрите, вот я сейчас вижу, как вы высказываете свою позицию открыто, уверенно, чувствуется ваша внутренняя убежденность в том, о чем вы говорите. Ну а как, когда произошел у вас, как в молодом человеке, вот этот надлом, когда вы перешли вот эти барьеры? Надо говорить тише, можно не так, можно... Что сподвигнуло занимать вот такую позицию, открытую, ясную, четкую, изучать и говорить об этом открыто, не стесняясь? И много ли молодых людей, ваших ровесников, которые разделяют такие ваши взгляды? На юге, если честно, кстати, как неудивительно, я знаю очень много людей таких взглядов, но которые просто не афишируют их и не говорят о них из-за, ну, потише, да, зачем это нужно. Очень плохо, что они об этом не говорят, потому что именно это и как-то и влияет на общество. Во мне это Но случилось... если мы не будем говорить, то мы молча можем пропустить самое важное для жизни своей страны. Да, конечно. Молча. И через то, что мы говорим, мы влияем на видение людей, потому Абсолютно что иногда правильно. один диалог может поменять видение человека. Я, то есть, я поддерживал партию социалистов и был в молодежной гвардии. Даже у меня есть интервью. А вы никогда не были членом никакой партии, но как молодой представитель? Активист. Пару раз всё, ездил понятно. за 50 лей в Кишинев на митинги. Поэтому я знаю, как они работают, эти митинги. Еще раз, социалисты 50 лей платили. Должны за были митинг. 150, но заплатили только 50. Вот обманули. И вы разочаровались. Да. Это было там 10 класс, наверное. Я 2 раза поехал, да. 1 мая, 9 мая. И чуть-чуть не... То есть я не особо был во всей политической этой тусовке. И, конечно же, моя позиция была пророссийской, дружить только, да, с русскими. А потом в какой-то момент, когда я начал работать на ТУК-МД, я начал... Я открыл для себя там Newsmaker, Зярул Диагард, Издание, Телеопт, да. журнал ТВ. Ты что, для меня, то есть Майя Санду, она же была министром образования, когда я был школьником, это был кошмар всей моей жизни, то есть из-за многих... У вас, как у ученика, Майя У Санду, меня, был конечно, кошмар всей плюс жизни. все учителя нас пугали, вот вы нормально бы сдали БАК, а сейчас она пришла, и вы не сдадите его, то есть не из-за того, что у нас низкий уровень подготовки, Да. из-за Майи Санду. Я начал изучать, и я начал читать очень много. Я начал смотреть какие-то аналитические материалы. Если до этого только я смотрел, да, Первый канал, Россия-24 или что-то еще, тут я для себя открыл что-то другое. Для меня вначале было, правда, где-то посередине, потом я начал открывать для себя еще что-то. А позиция того, что я активно должен говорить о своей позиции, пришла, я думаю, во времена, когда я начал работать на интернету Грееште, когда я ощутил, да, когда я ощутил, что оказывается, я не изгой в этом обществе, оказывается, еще куча людей так думают, и оказывается, у меня есть поддержка. Я не думаю, что если бы у меня не было такой сильной поддержки, я бы был настолько открытым, да. Мне повезло то, что я владею румынским языком, и я очень свободно общаюсь с молдаванами, с румынами, и я ощущал это. А очень многие люди здесь, в регионе, в наших регионах, они ощущают себя то, что вот они против всех. И очень тяжело быть одним против всех. Тяжело? Тяжело. Иногда, когда в какие-то моменты... Уже нет, но вот раньше, даже по себе я сужу, когда я понимаю, что я там по своей улице один такой, мне было тяжело. А сейчас их много людей, сейчас становится... И я понимаю, что много... В частности, из-за того, что я и такие, как я, много говорят об альтернативных позициях. Вот вы знаете, как-то вы сказали «один против всех», и я вспомнила в разговоре с одной пожилой довольно женщиной. Она мне говорит: Катя, ну вот я все понимаю, знаю, ты права, но ты знаешь, вот что может этот президент, которая она одна против всех? Вот ее все не любят. Речь про Майю Санду. Угу. Ну, что может президент, которую...
Майя Санду не одна. Во-первых, у Майи Санду пока что есть парламент и правительство. То есть, да, если в контексте... Но есть граждане, которые являются ее сторонниками, иначе она не стала бы президентом. Да, конечно, получила бы давайте по второй результату 55%. срок президентского мандата, да. Она не одна. С другой стороны, то, что один раз я подвергся большой критике в своем селе, это было на местных выборах, и я так сидел, думаю, боже, у меня здесь типа 2 дня такая критика, а что делает Майя Санду, которая 10 лет с этой критикой живет? Скажите, а почему вы не пробовали, или, может быть, пробовали баллотироваться в советники? Я не знаю. У меня есть принцип для себя лично. В первую очередь, я не хочу занимать какую-то государственную должность, пока, как я уже сказал, пока власти не открыты к тем изменениям, которые я хочу внести. Во вторую очередь, для меня очень много я бы хотел изменить, допустим, в своем же селе, но я понимаю, что люди не понимают этого и не воспримут методы, через которые я попытался один раз. Мы провели Трифон за Рязан, вот праздник один в моем селе, пригласили все международное, болгарский, да, все международное сообщество. Прям в этот же день были предложения примару, там 400 тысяч евро на дороги, напишите нам проект, что-то еще. Я попытался. А почему это не воспринято? Ну, такая поддержка. Потому что в висел вашем флаг населенном Европейского пункте. Союза, и потому что Миша Пейков приехал с послом США в село Кортин. В итоге получилось, Это было что... когда? Трифон зарезан, это когда? Февраль. Февраль. Подождите, а сейчас у нас все любят Америку, и Трампа, и Маска. Ну тогда еще было, это было в прошлом году. Сейчас еще раз пойдите. Ага. Теперь уже любят. Сейчас посла нету. Сейчас посла Но нету. будет Подождем, кого-то когда Америка назначат. назначит, да. Я попытался, я понял, что люди не понимают, что я хочу сделать, люди не понимают, откуда в Молдове, как развиваются в Молдове местные сейчас органы власти. Но вы не опустили руки, то есть можно же занять позицию, как все уезжают из Молдовы, я тоже уеду и тихо буду Нет, я не где-то там, в собираюсь другой уезжать стране из Молдовы, зарабатывать. я чувствую, что я вношу свою какую-то лепту в развитие Молдовы, я чувствую, что я нужен этой стране, и эта страна нужна мне. Громко звучит, но в плане того, что на данный момент я единственный человек в Молдове, который настолько активно на всех уровнях говорит о нас, о национальных меньшинствах. И другим людям это не интересно, поэтому для меня это важно. Я уеду из Молдовы, если в Молдове придет какой-то режим, который сейчас в Грузии, допустим, то, что происходит с гражданскими активистами. Или мне придется из-за того, что к власти придут какие-то пророссийские силы. А если примут закон о иноагентах? Вот сейчас... Нет, я останусь в стране. То есть это, буду я свои посты писать и писать там, что этот пост написан иноагентом Пейковым Михаилом. Нормально. Зато я буду знать, что вот я вместе с людьми, которые до сих пор читают меня или что-то еще. Для меня это не... А что главное, что вы хотели бы, вот вы говорите, я единственный, кто говорит о национальных меньшинствах, а есть поддержка самих национальных меньшинств вот в таком человеке, который будет транслировать идеи за все национальные меньшинства? Вы говорите сейчас как представитель, как минимум, вы болгарин, как вы сказали? Молдавский болгарин, да? И поэтому вы знаете родной язык болгарский отчасти, и румынский? Отчасти. Он мне давался легче. То есть мама с вами говорила по-румынски? Редко. Мама молдаванка, которая выучила болгарский и говорила на болгарском. А вы выучили румынский где и когда? Я его знал, в принципе, так вот разговорно я мог разговаривать, но вот именно как-то глубоко объясняться, это уже в университете на первом курсе. Угу. И я к вопросу, почему вы считаете, что вот вы можете как раз объединить, не то что объединить, но вы можете говорить от имени людей разных национальностей. Но я не беру на себя такую вот роль, что я говорю от людей разных национальностей. Вы говорите, я единственный, кто говорит в стране о проблемах национальных Да, государство, потому что зачастую правительство, особенно вот правительство, созданное из большинства из румыноговорящих, из молдаван, оно забывает, что есть мы. И тут в вашей организации играет... есть люди разных национальностей? Вашей организации? То есть болгарин, гагауз, украинец, ром у нас нет, у нас есть выпускники проектов ромы, гагауз евреи, вы имеете в виду Артема, да? Да. А автономия как институт, она недостаточно продвигает интересы, допустим, гагаузов в стране? Нет, конечно. Почему? Такой быстрый ответ. Почему? Потому что я уже сказал, автономия не... Во-первых,
отсутствие диалога. Во-вторых, автономия, я не знаю почему, хотя было бы сейчас какое-то адекватное классное руководство, я бы первым взялся за этот проект с Башканом в Гагаузии. Автономия не лоббирует квоту в парламенте Республики Молдова для гагаузов, то, что должно быть, хотя... В разное время по-разному депутаты этого требуют. Да, этого требовали. Но вот видите, А это социалисты должно быть обещали, постоянно. не Социалисты дали, обещали, все еще обещали, ничего не дают. Но это должно быть постоянно. Вот как и это будет региональная программа по изучению гагаузского языка, которая должна быть. Как и от министерства, всех министерств, я бы сказал, культуры, образования, какие-то специальные программы только для Гагаузии. Это все должно быть, и это должно исходить от исполкома и Народного собрания Гагаузии, потому что никто из Кишинева к вам, то есть в Гагаузию не придут и не скажут, типа, вот, держите. А если говорить про Народное собрание Гагаузии, вы назвали Народное собрание Гагаузии одним из самых коррумпированных органов Республики Молдова. Почему? Опять же, из-за того, что, по моему мнению, в этом, не все, но в этом здании сидят люди, которые не представляют интересы гагаузов и не сидят там, чтобы сделать жизнь гагаузов легче. Во-первых, давайте начнем, сколько депутатов Народного собрания продались Шору, которые, да, приходили Мы можем от это утверждать? социалистов. Как Но мы же не можем тоже сидеть. Я понимаю, вы с журналистской точки зрения не можете это утверждать. Я, как гражданин Молдовы, это утверждаю, да, потому что это видно и всем это понятно. С другой стороны, сколько, да, то есть людей решать свои какие-то вопросы в Народном собрании Гагаузии, сколько людей, которые когда-то или сейчас были бизнесменами и работают там в интересах своего бизнеса только. Для меня реально, я бы не назвал, не произнес бы это и не написал бы об этом, но вот именно судя и взяв во внимание, сколько людей продались Шору, я об этом написал. И я не считаю, что эти люди, которых можно было купить за 2-3, неважно за сколько, я не понимаю вот этого принципа продать свой голос, могут сидеть и выбирать прокурора. Если бы в Народном собрании сидели люди честные, которые работают в интересах Гагаузии, в интересах Республики Молдова, я бы осудил это решение. Но, Михаил, смотрите, если это решение принято сегодня, вы считаете, что оно правильно, потому что сегодня сидят в Народном собрании люди, которые не будут работать во благо автономии, считаете вы, и так далее. Но решение это принято не только на период нахождения у власти этого созыва Народного собрания Гагаузии, то есть решение принято на долгосрочную перспективу. Знаете, я всегда придерживался мнения, и я думаю, что если бы Гагаузия и депутаты Народного собрания Гагаузии, исполком, Башкан Гагаузии представляли из себя людей, которые работают в первую очередь для людей из Мы бы это Гагаузии прочувствовали. и для Республики Молдова как целостное государство. С Кишиневым можно легко договориться и вернуть все, что забрали, обратно, и даже больше. То есть проблема в том, что не было диалога качественного и настроя на то, не с кем говорить, и нету честных людей. Потому что я считаю... Но это не означает, что в Кишиневе только честные люди, а в Гагаузии нет честных людей. Конечно. В Кишиневе тоже есть достаточно... Ну, просто даже взять нынешнюю власть, они, будучи с позиции проевропейской, если бы в Гагаузии находились, да, то есть честные, чтобы не использовать слово нормальные, люди, которые работают в интересах региона и в интересах страны, наоборот, с точки зрения европейских ценностей и европейских принципов. Но посмотрите, у Кишинева и с Ириной Влах не складывались отношения, и у Ирины Влах не складывались с Санду. И вот это уже получилась какая-то такая преемственность. То есть понятно, какую политику Ирина Влах преследовала. Ирина Влах готовила это место для таких политиков, как сейчас. Почему вы так считаете? Ну, потому что, посмотрите, Ирина Влах свой последний год ничем другим не занималась, кроме видео, где она критиковала ПАС и не год, а два. Санду, даже 2. Но критиковала она, может быть, для того, чтобы себе проложить дорожку в республиканскую национальную политику. У нее было огромное количество видео именно о Гагаузии, о принижении Гагаузии, принижении гагаузов. Что вы называете принижать Гагаузию? Ну, спроси у Ирины Влах, я не знаю, что она имела в виду. То, что Кишинев, власть, Майя Санду, гагаузы для нее не люди, да.
Чуть-чуть хочу поговорить и о дезинформации, которая имеет место быть, и довольно, как много журналистов пытаются разъяснить обществу о том, что вот фейк это, а вот это вот ищите правду, анализируйте, читайте несколько Критически источников. воспринимаете информацию. Да, для того, чтобы не дать возможность кому-то вас обмануть, и неважно, кто это, кто-то политик, либо журналист, либо еще кто-то, да? Какую роль, вернее, вы отводите дезинформации в перспективе предстоящих парламентских выборов? И Молдова способна своим гражданам сказать, Молдова, я говорю, журналистское сообщество, может быть и государство, способно обеспечить какую-то защиту от такой страшной дезинформации, которая есть сейчас? По моему мнению, Молдова именно есть два направления. В первую очередь власти. К сожалению, у нас нет единой национальной какой-то программы, стратегии, как мы боремся с этой дезинформацией. Да? У нас есть Центр по борьбе с дезинформацией, который был так называемый «Патриот», который никто ничего не знает, что он делает, но он существует. Ну, называется не «Патриот», потому да, что неформально, нас, да. Центр по борьбе с дезинформацией, образно говоря. И у нас есть гражданское общество. То есть правительство создало, извините, но эффект деятельности, ноль, да. пока что. Год, мне кажется, уже. даже больше. За год столько денег государственных потратили, что, мне кажется... 6 миллионов лев, если не ошибаюсь, была озвучена 24 сумма. вроде бы. А на что? 24? 24 вроде бы, да. То есть вот именно у нас есть этот орган, но по своей стратегии никто не знает, чем он занимается. Да? Он какую-то внутреннюю, второй СИП, мне кажется, какой-то там. Результатов нету в основных. И есть у нас пресса с международными донорами и партнерами, которые сами по себе где-то там что-то делают. И плюс нужно понимать, что у нас среди независимых СМИ очень большая конкуренция в вопросе грантов, потом в вопросе аудитории. Я лично был свидетелем на нескольких встречах с донорами, когда одно СМИ против другого, хотя они оба независимые СМИ, и их общей целью должна быть дезинформация, да? Борьба с дезинформацией. У нас у страны какой-то очень непонятный подход к этому, даже непонятный подход. Или нет подхода. Или нет подхода. Вот с этим телеканалом, который должен быть. М3 на Молдова-1. Да, что вы о нем думаете? Что я о нем думаю? Я думаю, это очень запоздалая идея, непонятно пока... Но правильная? Запоздалая, но правильная? Я ее не поддерживаю. То есть не поддерживаю из-за того, что мы в организации провели такой интересный эксперимент. То есть месяц мы ездили на наши тренинги и спрашивали у людей. И все такие: вау, классно. И как только они узнавали, что это не российский телеканал, это молдавский телеканал, они не понимали, зачем он нужен, да, то есть все воспринимают доверие это к российскому каналу больше? Намного больше, да. Даже сейчас, вчера мы презентовали одно исследование, официально его тоже выпустим, процент к российским телеканалам намного выше, после этого идут европейские СМИ, у нас молдавские источники информации на последнем месяце, чтобы вы понимали, молдавским источникам не доверяют люди из этнических сообществ. И вот нету подхода к борьбе с дезинформацией. Скажите, пожалуйста, а если брать в разрезе молодое поколение, более взрослое поколение, кто больше подвержен дезинформации? Конечно, молодежь. Взрослые. Мне кажется, взрослые. Они понимают, где дезинформация? Я думаю, молодежь не то, что... Она вообще не участвует в том, чтобы анализировать. Мне так кажется. Но все равно же все молодые люди информируются. Плюс в том, что у молодых людей больше критического мышления, и не во все не верят. Плюс даже у меня есть друзья, которые, ведутся на пропаганду, но плюс в том, что они читают несколько источников информации. У меня друзья подписаны на многие, как на Gaguz.info, так и на Newsmaker, Илзя Алдегарда, и там здесь и здесь статья, они анализируют. Я читаю все всегда, то есть мне кажется, выходит статья, я уже там смотрю. Я подписан тоже на Gaguz.info для того, чтобы посмеяться. В плане того, что я читаю какую-то новость, как они это пишут и презентуют. К примеру. Сейчас не вспомню, что это было, но очень часто есть какие-то такие смешные. Даже вот эта новость про
орден Гагаузии для Евгении Гуцуловой. Да? Оно совсем свежее, да, вчерашнее. Тоже это, то есть Гагауз.Инфо пишет это как, то есть реально человек заслужил. А вы там. считаете, что человек не заслужил? Ну, перечислите, что пусть вот каждый житель Гагаузии назовет вот 3 заслуги Евгении Гуцул перед Гагаузиной. Я не буду стараться этого делать, потому что у меня тоже так же, как и у вас, есть своя гражданская позиция. Я недовольна тем, что сегодня происходит в автономии. Я недовольна тем, что патриоты называют только себя патриотами, не беря во внимание вклад тех людей, которые не бьют себя в грудь, не выходят на митинги, не пристраиваются к числу сторонников Шора, но однозначно своими действиями, своим профессиональным опытом помогают Гагаузии развиваться и хотели бы развиваться внутри Молдовы и не делить людей. И не ставить какие-то ультиматумы не то что Кишиневу, но даже своим жителям здесь. И мы видим, как сложно работать тем депутатам в Народном собрании Гагаузии, которые имеют свою четкую, выверенную позицию, на их меньшинств, их меньше в этом составе Народного собрания. Да, вы трижды, по-моему, в этом выпуске сказали цирк, говоря о Народном собрании Гагаузии. Это стыдно, но одновременно с этим это законодательный орган, который избран людьми. И мы, как гагаузы, которые здесь живем, да, наверное, и наша вина есть в том, что мы недостаточно людям говорим о том, что вот эта власть нам ничего не дала. И итог работы этого Народного собрания Гагаузии обязательно нужно просить какой-то оценки. Сколько законов предложил хоть тот депутат, который 25 лет сидит в Народном собрании Гагаузии, избирается людьми, и сколько законодательных инициатив, которые помогли людям улучшить их жизнь, предложил депутат, который дважды становится депутатом, и его избирает только 290 человек. Но он спикер Народного собрания Гагаузии. То есть вот эти вещи, они есть в нас, и я не знаю, думаю, что нам с Леной Федоровной, мы очень часто об этом говорим, нам стыдно за все, что происходит в автономии сейчас, и то, что нет диалога между Камратом и Кишиневым, это говорит о том, что вина не только в политиках Гагаузии, но есть вина и в политиках страны, Это и правда. в лидерах партий, которые приходили всегда в Гагаузию для того, чтобы собрать урожай выборных кампаний, и затем на 4 года забывать, что такое Гагаузия, потому что я прекрасно помню одно событие, когда бывший Башкан уехала в Турцию для того, чтобы встретиться с жителями Гагаузии, проживающими в Стамбуле, и на этой встрече предлагала голосовать за партию социалистов, потому что будет там Пара, Георгий Пара, помним имя этого человека, который стал депутатом от партии социалистов в парламенте Республики Молдова. Гагаузы поддержали, проголосовали за партию социалистов тогда. И никто из гагаузов, ни я, ни вы, ни кто-нибудь не видел этого Георгия Пара ни в Гагаузии, и никто не знает, а с именем этого человека сколько законов связано, и помогли ли эти законы гагаузам в том числе. Поэтому, простите за такое долго, но это о том, что нам тоже стыдно, мы тоже многое видим, но, наверное, знаете, «Екмек заманында пишемиш», как перевести... Нужно время, чтобы хлеб испечь. В Да. свое время он будет готов, этот хлеб. Да, дословно, ну так вот. Ну и какую-нибудь такую мысль на болгарском, которой можно было бы завершить эту передачу, вот этот На выпуск. болгарском нужно подумать. Вот так объединяюще. Ну а пока вы думаете, мы говорим нашим зрителям, что выпуск подошел к завершению. Мы, Елена Карамид и Екатерина Жекова, сегодня в этой студии дискутировали с Михаилом Пейковым. Молодые представители гражданского общества Молдовы вот такие. Сегодня, мне кажется, были очень четко высказаны мысли одного молодого человека. Мы в эту студию будем приглашать еще больше молодых людей, потому что на самом деле, что думает молодежь, которая... Не все уезжают из этой страны, и приятно было слышать сегодня мысли человека, который не собирается уезжать из страны, ему нравится Молдова. Вы знаете, это вдохновляет. Надеюсь. И Надеюсь, особенно молодых людей. что-нибудь на болгарском? Да, давайте я скажу на болгарском, как бы сказали в моем селе, главное туда с уставами хора, что значит главное оставаться людьми, потому что в наше время, в времена, когда политики настраивают людей против друг друга, когда соседи, семьи ссорятся из-за разных политических взглядов, это очень тяжело. И нам действительно нужна социальная сплоченность.
Какой хороший вывод. Да. Спасибо за Во приглашение. всяком случае, мы все втроем здесь за социальную сплоченность. И, друзья, единомышленники, давайте объединяться вокруг вот таких идей. Молдове нужна социальная сплоченность, и тогда мы будем крепче. А значит, Молдова сможет развиваться увереннее. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.